проблема миграции, о которой мы говорим сейчас, она больше напоминает проблему урбанизации в целом. То есть это 19 век, русские же крестьяне или татарские, приехали в город отходниками, первым делом пошли куда-нибудь на улицу Пески, да, не будем говорить, что там было, да, чем-нибудь заразились, потом подрались. Я считаю, убежден, что татары к русским все-таки ближе, чем боснийцы. И культурно, и ментально, и там как угодно, да. То есть это исторично, потому что складывались, именно потому что складывались вместе. Здесь главное там не язык, и вот не там. Ну, как боснияки ближе к туркам, так? Да, они есть, безусловно, они ближе к туркам. И говорит, когда она переехала сюда, в Казань, она начала работать в мусульманском салоне красоты, и у нее немножко раздвинулись представления вообще о действительности. Она говорит, приходит девушка без платка, но читает намаз. Главной задачей татарской религиозной интеллигенции как раз таки найти вот эти точки соприкосновения, не уйти вот в этот евроислам. Я слежу там за всякими вот комментариями в СМИ, то есть не то, что пишет автор, а то, что говорят люди касаемо вот там знакомых некоторых татар, да, вот. И, со стороны. Да, на их ислам, на их происхождение, да, вот. И интересные, да, есть вещи, которые как воспринимают татарский ислам, что татары это такие же, как и мы, вот, да, русские, это практически ничем отличается, а татарский ислам, вот, у них у каждого там бывает, ну, часто вот, человека X, да, есть человек русского X, да, Y есть какой-то знакомый татарин, примерно одного склада или стереотипа, да, который ест сало, пьет водку и при этом считается мусульманином, а говорит, что он мусульманин, да, и что вот у них вообще так принято. Да, это такой стереотип о татарском исламе, они говорят, что они вот такие мусульмане. Это, конечно, то, что есть негативное в самом вот в этом восприятии. Да. С другой стороны, здесь, конечно, есть другой интересный феномен, это то, что русское население, славянское население воспринимает татар как часть, ну, я даже не боюсь этого слова, русского мира, да, то есть, что татары все равно являются, вот это, есть там жители Центральной Азии, есть жители Закавказья, тоже, да, вот граждане Российского, Северного Кавказа, граждане Российской Федерации, но есть еще и вот татары, которые вот примерно как и мы русские, но вот они вот мусульмане, у них есть некоторые отличия. Я считаю, убежден, что татары к русским все-таки ближе, чем боснийцы. И культурно, и ментально, и там как угодно, да. То есть это исторично, потому что складывались, именно потому что складывались вместе. Здесь главное там не язык, и вот не там. Ну, как боснияки ближе к туркам, так? Да, они есть, безусловно, они ближе к туркам. Турецкая музыка, да. то есть, Ну, вот, вот, и, конечно, я, например, считаю, да, убежден, что вот, например, именно ну, некоторые это воспринимают как угрозу, некоторые там как-то или иначе. Например, русские мусульмане или мусульмане из числа других народов, они, будучи, вот, скажем так, втянуты вот в татарскую действительность, да, они не могут в ней сохранять и свою русскую идентичность, им ничего не мешает. Им не надо, вот на Кавказе все-таки такого нет, если я как представляю, да, например, русский принявший ислам, оказавшийся в Чечне или там где-то еще, все равно, скорее всего, он уже станет именно чеченцем, да, дагестанцем. Здесь все-таки русский может остаться русским, да, он, будучи полностью, да, сохранить свою идентичность, сохранить даже свои традиции. С одной стороны, мы со времен Гийома де Рубрука знаем, да, что булгары злейшие сарацины, да, то есть и вся дореволюционная там имперская миссионерская экспертиза говорила о том, что татары это последовательные, строгие, убежденные, фанатичные, как тогда говорилось, мусульмане, да, это татарский ислам, да. С другой стороны, мы знаем, что татарский ислам это, как говорят, да, светское что-то такое, когда нельзя, но очень хочется, можно и так далее, да, то есть это некий такой лайт-вариант, да, и вот, почему так получилось, да, что две характеристики под одним названием, да, буквально, да, но они абсолютно разные, да, вот, исторических причин, ну, наверное, действительно много, да, действительно, это процесс, наверное, можно увязать в целом с положением исламской уммы во всем мире в период 19-й, первой половины 20 века, да, когда Османская империя распалась, когда европеизация коснулась, да, всех абсолютно исламских стран, и нефти еще не было, реванша за счет демографии не было, да, и как бы все было вот так вот печальненько, да, вот.
А татары, оказавшись в этой среде немножко раньше, да, выстроив вокруг себя некие определенные, да, барьеры и в то же время зацепки, да, вот с этим светским обществом, они умудрились вот так вот пройти через все это. При этом, конечно, за 20 век кое-что от своей религиозности потеряли, да, вот. Но вот действительно религия как нечто строгое, как строгая система ценностей, не религия в лайт-формате, вот это все существует на самом деле во всех конфессиях, да, и вот мне принципиально важным видится вот что. Когда мы говорим о сосуществовании, о толерантности и прочем, да, разных религиозных общин, почему-то чаще подразумевается, что они должны в лайт-формате сосуществовать, да, и вот тогда все это будет нормально, да. Но на самом деле лайт-формат, он не дает ответов на все вопросы, да. Религия, термин консерватизм неуместен. Есть строгость соблюдения определенных правил, строгость часто абсолютно революционного характера, да, в отношении к себе, в отношении отношений со своими близкими. И все-таки драйвер религии – это строгость, да, это всегда строгое соблюдение определенных норм. А дальше уже человек, вот он побыл строгим, там, верующим сколько-то лет, дальше он где-то сгладится, где-то найдет тему применения строгости постоянную на всю жизнь. Она не нашла в исламе, куда пойти, где потусоваться, где найти Да. знакомство, да, где найти Где современным общество. языком говорят. Да, где Да. современный. Просто прийти в мечеть, садака кинуть и все, но это Не удовлетворяется. да, не удовлетворяется Статизм потребности. какой-то, Да. 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 А вот там пошли, они кричат, они общаются, чаи пьют, там встречаются, какие-то вот разные такие эти делают, мероприятия проводят. Это людям нравится. То есть сегодня в современном атомизированном обществе им охота куда-то прикрепиться. У нас мужчина может пойти в мечеть от намаза до намаза сидеть и разговаривать там, да, там найти кого-то. А вот женщинам, к сожалению, таких площадок нет. Вот то, что мы видим сегодня на Ближнем Востоке, когда я сам просто там жил, был во многих государствах исламских, там действительно может быть сосед, жить с мусульманином. Я вот жил, на моей площадке жили христиане в Египте. Они вообще никак себя не чувствовали какими-то обделенными, их там кто-то там третирует и так далее. То есть там они всю жизнь веками жили бок о бок, и никто никому не мешал. А сегодня вот навязывается, да, вот я не знаю, откуда это идет, наверное, Кирилл нам расскажет, вот, что вот это вот создается искусственный конфликт между не только мусульманами и христианами, и даже внутри исламского сообщества идет вот какая-то такая вот искусственное вот это создание конфликта. А мне кажется, вообще мы должны не то, что вот татары, есть вот звоночки, да, не звоночки, а вот я вижу эту тенденцию, что татары, они как раз таки вот, по крайней мере на сегодняшний момент, у них получается между вот этими двумя крайностями как-то лавировать. Это, конечно, исторически тоже сложилось, но и плюс вот в 90-е годы у нас работа проводилась, и мы вот эти, то, что в 90-е годы, когда на чистый лист бумаги, да, исламской, ну, мысли, вообще ислама не было, да, в Татарстане, да и вообще в России, когда приехали вот эти вот проповедники, они принесли свой ислам, свое видение ислама. И он, к сожалению, вот был такой однобокий, как раз вот черно-белый, да, потому что, ну, это люди воспитывались в другой культуре, они по-другому воспринимали мир, и во многих регионах именно сложилось такое понимание ислама. У нас немножко разный был. Во-первых, у нас и был и турецкий ислам, и саудийский, там и в Пакистан, и в Иорданию ездили, и в Марокко. То есть разные студенты приезжали с разных, это тоже хорошо, вот этот вот симбиоз, как раз вот этот вот диалог. И плюс появились учебные заведения, где какие-никакие дискуссии были. Они привели вот к тому, что вот эти вот разные палитры, они у нас вот имели место быть, и это тоже хорошо. Нельзя вот только так и никак по-другому. Между Благовещенским собором и Конституцией тазики, таджики, да? То есть Старые это татарские слова, где у них было? вот, бухарцы, как население сибирских городов, в составе астраханских татар тоже были. Но это были представители такой элиты торговой, Да, да, да. которые выезжали, создавали свои
предприятие, бизнес в Казани инициатором создания биржи для всех купцов был Бухарец, забыл как фамилия, да, то есть вплоть до такого, да, вот, это 19 век. А вместе с татарами занимались здесь, в Слободе? Да. Вот. Проблема миграции, о которой мы говорим сейчас, она больше напоминает проблему урбанизации в целом. То есть это 19 век, русские же крестьяне или татарские, приехали в город отходниками, первым делом пошли куда-нибудь на улицу Пески, да, не будем говорить, что там было, да, чем-нибудь заразились, потом подрались. Вот. Они это сделали как представители своего сельского общества, там, нет, или как представители религии. Нет, они просто оказались в неподходящей, непривычной среде, потеряли, да. Вот. То же самое потом советский период, да, огромные массы сельского населения, которые приехали, сформировались по коробкам, да, и снова седая ночь, да, вот это. И вот слово пацана вспоминаю. Да. Здесь проблема вот именно она не в том, откуда они, да, а в том, что люди оказались в большом достаточном количестве, зачастую утратив свои этноконфессиональные, в том числе, признаки, да, вот, сохранив на уровне, да, ну, на групповом только солидарность, да, и этим никто не занимается. Потому что если человек занимается работой с мигрантами, действительно это очень полезно, это очень важно, если институт этим занимается, то он, соответственно, должен, ну, опять же, слово может, ну, предоставлять соответствующие услуги, да, то есть вот этих услуг имело какую-то пользу, в том числе и государству, в котором это все происходит, потому что здесь сплетается много очень важных факторов, рисков, угроз. То есть, если, в общем-то, мы беремся, да, мусульмане, за работу именно с мигрантами, то от нас соответствующие есть как бы и, ну, от нас хотели получать какую-то отдачу и, прямо скажем, само государство. Мусульмане должны выходить за рамки непосредственно, да, вот религиозной жизни, тогда действительно все вот эти мусульманские центры, мусульманские мрома, да, молельные дома, они должны иметь еще составляющую воспитания, да, и духовного, да, и, соответственно, воспитания именно как вот, граждан, да, Российской Федерации, возможно, будущих граждан, потому что, скажем, прямо многие стремятся получить здесь гражданство, да, они должны заниматься вот адаптацией именно, да, то есть не как там некоторые говорят, да, они с другого фланга, да, их надо всех ассимилировать, да, они должны все ассимилировать, имея в виду чуть ли не насильственную, там, например, чтобы они вместо мечети ходили в церковь. Нет, они должны не ассимилироваться, а адаптироваться. И говорит, когда она переехала сюда, в Казань, она начала работать в мусульманском салоне красоты, и у нее немножко раздвинулись представления вообще о действительности. Она говорит, приходит девушка без платка, но читает намаз. То есть для нее раньше такая комбинация была невозможная, то есть это что это? А тут она понимает, ну как так, она вроде не мусульманка, халяль кушает, намаз читает, но платок просто не носит, например. Или приходит другая мусульманка, но не строго повязанным, как бы, да, там, у нее там шея или еще что-то. То есть, и при этом она видит, что у нее здесь есть сфера для реализации. Она может работать в салонах красоты, мусульманских, ну, как бы, условно мусульманских, да, скажем, ориентированных. Там, туда, именно идея в том, что туда приходят не только мусульмане, вот что важно, какие кафе халяльные, да, приходят не только мусульмане. И как бы на самом деле это, за счет этого становится, что у нее с одной стороны есть сфера для реализации, самореализации, да, и как бы ее никто не дискриминирует, и она может сохранять свою религиозную идентичность, и одновременно у нее расширяются взгляды. Она, в общем, уже не смотрит на девушку не совсем правильно повязавшую платок, как на там кафир, да, там уже тем более, да, то есть или там какую-то еще неправильную. То есть у нее как бы уже, то есть сам контекст, он очень смягчает как бы вот взгляды и радикальность. Ну вот если говорить о профилактике радикализма, мне кажется, что такая вот мусульманизация, включение мусульман в советские институты, она очень полезна. Я посмотрим, вот сколько людей себя называют мусульманами, да, там, из татар. Там, ну, большинство, подавляющее большинство назовут себя мусульманами. Окей, сколько практикующие? Ну, там 10%, дай бог, если я не знаю сейчас по статистику актуальную, ну, примерно так же, наверное, да? Так, что делать с остальными, да? Что у нас есть для них? Для тех, кто, как бы, считаете, вот, то есть по ханафитскому мазхабу, я так понимаю, же, мы же ханафиты, что если человек себя считает мусульманином, ну, он имеет право себя уже назвать мусульманином, даже не практикует, да? Там какие вопросы могут быть и так далее, но тем не менее, никто его не может обвинить, потому что он, окей, что сделано для того, чтобы, потому что я, ну, я вот знаю, там, я сам городской татарин, да, я знаю там много своих там, сверстников, там, подруг, там, друзей, куда-то там сел в йогу пойдут, а что-то вот тут как-то вроде понятнее, вроде что-то как-то ближе для моей жизни.
кто-то в какие-то тренинги и прочее. А как бы, а ислам для них становится, представляете, как сказать, что-то такое вот, ну, Бабайское. либо что-то бабайское, либо что-то такое даже бородато непонятное и даже пугающее, да? Терроризм. Да, и вот это все, как бы, вот особенно этот момент, естественно, накладывается, да, то есть, как бы, происходит, как бы, вот это вот, у какой-то части, это не большинство, но есть вот именно, скажем так, интеллектуальная городская прослойка, часть ее, вот она начинает эти вопросы задавать. Соответственно, вопрос наш в чем? Как работать с этой аудиторией? Вот. Как работать с этой аудиторией? Социализация, да. Да, Как окей, вот, например, тот же Fashion Iftar, мне кажется, классная история, потому что я не был на нем, но я не должен быть там. да, для девушек, да. Вот. Ну, я знаю организаторы, да, Джанет. Ага. Вот. И, собственно говоря, много фотографий оттуда видел. Как раз я смотрю каких-то своих знакомых светских татар, а они там что-то хиджаб надели, и как бы оказывается, это они, как бы у них идентичность есть. То есть, они такие, ну, условно говоря, такие модные наши эти тусовщицы, да, там казанские. А тут она не понимает, что, оказывается, для того, чтобы там пойти на ифтар, не надо быть обязательно какой-то там, в их понимании, зашуганный, забитый В мешке, да, в мешке, да, тети, а тут, оказывается, можно что-то красивое надеть. Да, Причем они посылок, тут- какой-то они там тут- зеленый цвет. да, там, да. Они тут в магазины, это как бы способствует Да, да, развитию сотрудница инфраструктуры. зарегистрировался, говорит, сейчас можем поедем, покупать на Да. Джанет у себя там в сторис писала о том, что она сама заходила в магазин, уже все зеленое разобрали, потому что, да. То есть это же как бы, это все про капитализм, да, в том числе, и как бы про то, что, условно говоря, люди как бы все-таки что-то себе находят, что им как бы современным людям близко. И это не говорит о том, что ислам несовременный, да. Как раз ислам же, он очень гибкий. О чем пишут современные многие западные исламоведы, да, о том, что ислам это дискурсивная традиция, Талал Асад, например, об этом пишет, да, или Шахт Ахмед. Это дискурсивная традиция, где между собой конкурируют различные правовые школы. Главной задачей татарской религиозной интеллигенции как раз таки найти вот эти точки соприкосновения, не уйти вот в этот евроислам, потому что реакция вот на такое понимание ислама как раз таки и была. Первое, это вот, ну, при османах это началось, да, вот это движение, так называемая там европеизация ислама, да, когда они пытались отмежеваться от своего исламского наследия, да, и от исламской идентичности, и перенимать вот эту европейскую культуру, считая, что раз они вот вперед ушли, значит, вот у них все нормально, у нас все плохо. Здесь важно не перенять и раствориться в этой культуре, а как раз таки найти какое-то богословское решение, которое приведет к консенсусу между вот исламским пониманием, да, мироощущением, да, и пониманием вот вещей, и между тем, что сегодня, ну, чему достигла там и европейская цивилизация, там Россия и так далее. Я считаю, что вот нам сегодня нужно... Богословское именно? А? Именно богословское. Богословское. Ну, ты сказал, что богословское решение. Да, именно богословское решение, в том-то и дело.